эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 225 новых случаев в Якутии. В каких районах растет число заболевших коронавирусом? В Якутию пришли настоящие морозы ниже минус 50 сегодня в 5 районах. А в Якутске начался показ мультимедийной инсталляции по мотивам якутских и северных сказок «Почему зима длиннее?». Российская вакцина «Спутник Ви» предположительно будет защищать от коронавируса около 2 лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он пояснил, что на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат, была создана вакцина против Эболы. «Спутник Ви» на 96% гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся 4% болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился. Слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания могут быть последствиями коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что ряд пациентов длительное время жалуются на кашель, другие отмечают чувство жжения в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение и тахикардию. Специалист отметила, что реабилитационный период дается не просто так. После любых заболеваний организму требуется определенное время на восстановление. Поэтому не следует сразу выходить на работу, лучше остаться дома и набираться сил. Греция продлила разрешение на въезд российских туристов до 7 января. За неделю в страну могут прибывать не более 500 граждан России. При наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5000 евро. Власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции. В стране действует комендантский час, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрытые предприятия общественного питания. 225 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Якутии. Это данные регионального оперштаба. В столице региона зафиксировали 92 пациента с коронавирусом. Наибольший прирост числа заболевших наблюдается в Мегино-Кангаласском районе – 31 новый случай. А также в Алданском – 14 пациентов и Нерюнгринском районе – там 11 новых случаев. За сутки лаборатории республики провели 3566 исследований на коронавирусную инфекцию. В Якутию пришли настоящие морозы. Температура воздуха ниже минус 50 градусов. Сегодня зафиксировано в Верхоянском, Булунском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах. В столице региона сейчас минус 45, преимущественно без осадков, туман, штиль. По прогнозам синоптиков, ночью в Якутске температура воздуха опустится до минус 49 градусов. Масштабные проверки таксистов начнутся в Якутии с 14 декабря. Инспекторы ГИБДД не оставят без внимания перевозки пассажиров автобусами и официальными службами такси, а также такие перевозки в межмуниципальном сообщении. С начала этого года в Якутии выявили 7 таксистов, перевозки которых не отвечают требованиям безопасности. При этом 5 из них не имели соответствующее разрешение. Водителям неисправных автомобилей грозит уголовная ответственность и штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 2 лет ограничения свободы. Россияне начинают готовиться к празднованию Нового года, а Роспотребнадзор предупреждает, что важно правильно выбирать пиротехнические изделия и фейерверки. Самое главное – сертификат товара. Покупать петарды, ракеты, салюты и другую пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Сегодня покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли. Закон разрешает торговать ими только в магазинах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом реализация пиротехнических изделий запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах и иных подземных сооружениях.
А в МЧС напомнили, что петарды и фейерверки запрещено запускать с балконов и крыш домов и внутри здания, а также рядом со взрывоопасными объектами. Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в историческом парке «Россия. Моя история» начался показ мультимедийной инсталляции по мотивам якутских и северных сказок «Почему зима длиннее». Подробности у нашего корреспондента Юлии Михайловой. Жила-была бедная сирота. Несколько сказок про быка и лошадь, про ворону и сову, старушку Талтал и другие объединились в одно повествование и ожили на экране. Маленькие зрители узнают, почему же зима в Якутии длиннее лета. Именно основываясь на наших якутских легендах, рассказах, вот именно мы хотели это показать, чтобы как бы связать древнее с современным, чтобы как-то это мультимедийно на современном языке подать. Вот такой вот проект сделали. К проекту привлекли молодых художников. Для них это первый серьезный опыт иллюстрирования сказок для мультимедиа. В стиле якутской графики делали все. Но главное, чтобы люди получили удовольствие какое-то, чтобы интерес проснулся. Полное погружение в атмосферу волшебства удалось осуществить благодаря круговой панорамной демонстрации сказок на 9 больших экранах. Изначально по программе фестиваля «Зима начинается с Якутии» планировались театральные постановки сказок. В условиях ограничений от этой идеи пришлось отказаться. Но сказка переместилась на экран. Тут задача в чем, да, чтобы зритель пришел, сел на уровне вот этих экранов и несколько раз смотрел как медитация вот эти вот фильмы, чтобы ничего сильно вроде бы не тормошило, но при этом погружало в сказку полностью. Музыка специально написана для этого проекта якутским композитором Алексеем Бережневым. Текст всего повествования написан также сотрудником исторического парка. Находил сборники великого якутского писателя Сурна Моллона, вот эти сказки, которые здесь представлены, и вот писал эти тексты, которые были вот впоследствии озвучены. Первыми оценили проект маленькие жители Якутска. Они посмотрели сказку вместе с мамой. Хорошие положительные впечатления в плане того, что сказка показывается в такой неформальной обстановке и наслаждаются показом в такой неформальной хорошей обстановке. Среди национальных исторических парков России подобный проект стал первым. Мультимедийная инсталляция будет демонстрироваться до середины января. Главная рождественская елка Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations. На кадрах можно увидеть необычную красавицу в столице Литвы во всей красе. Ель сделана из металлических блоков с лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками. Такое креативное решение позволяет любоваться новогодним символом издали и сохранять безопасную дистанцию. Несмотря на современный вид, елка не теряет традиционного духа Рождества, чем и заслужила признание экспертов. Второе место в рейтинге заняла главная ель Страсбурга, на 3-й строчке рождественское дерево из Праги. Всего организация выделила 19 елок из различных европейских городов, а также Киева и Тбилиси. Якутская этноисполнительница Аэлита Ершова выступит на конкурсе детских талантов «Синяя птица». 15-летняя девушка выступит в дуэте с известным битбоксером Вахтангом и исполнит музыкальную композицию на хамусе. Юная артистка является солисткой этнофольклорного коллектива «Дабун» и уже отмечена Гран-при международного фольклорного фестиваля «Голос Арктики». В этом выпуске «Синей птицы» за выход в финал и главный приз в 1 000 000 рублей будут бороться артисты со всех уголков страны. Новый выпуск программы можно увидеть уже сегодня в 18:15 на телеканале «Россия». К этой минуте у меня вся информация. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Оставайтесь с нами.